21 сентября из Москвы первым же доступным рейсом. И наше первое впечатление. Потрясающий город. Я такого не ожидала, у меня вообще не было никаких ожиданий. Просто шикарная архитектура. Да, такую солнечную страну с великолепными людьми, с хорошей атмосферой. Скажу, что Таджикистан — это новая ступень к развитию, потому что, находясь здесь, ты понимаешь, что образованию и развитию искусства здесь популяризируется огромное количество энергии, да, то есть это постоянно развивается и пропагандируется в массы. Таджикистан Папеш. Знаем, что делать дальше, куда нам двигаться. Чтобы купить билеты, нам нужен кто-то из местных, чтобы оплатил со своей карты, а мы бы перевели деньги, потому что мы своей картой здесь не можем расплачиваться. И на русских сайтах билетов нет. Главное, что Влад всегда в настроении. Что мы тут еще остались? Еще 16 дней. Ему, короче, Душанбе понравилось очень. Мы еще не гуляли по улицам, потому что у нас куча проблем. И поэтому мы не можем себе пока позволить просто гулять. И, возможно, наверное, и не погуляем, что ужасно, потому что... Стало совсем другого подхода к людям, скорее больше негативного, но когда я приехала, я поразилась тому, насколько здесь все дружелюбные, доброжелательные. Я сегодня целый день плакала, потому что люди, с которыми я здесь познакомилась, это самые прекрасные люди, которых я встречала здесь. Я могу начать с того, что я, в принципе, особо про Таджикистан слышала другую информацию. И она совершенно не соответствовала тому, что я здесь увидела, когда приехала. Потому что когда я... Ну, раньше у меня же там бабушки, дедушки, все время кто-то там говорил, что вот таджики, там вот эти все не русские, ну, их так называли, я сейчас... Это так говорили. Ну, вот. По сути, они не русские, это правда. Ну, да, то есть просто кто-то может обижаться, я не знаю, я не хочу никого обидеть, просто факт. И немножко вдалбливали мне в голову установки такие, что, типа, они все хитрые, очень такие наглые, очень обманывают, мошенники, ну, какие-то не очень самые приятные вещи. Но по итогу, естественно, я сама лично не знала про Таджикистан ничего, не знала, в принципе, какой это народ, менталитет. И когда я приехала сюда, я была в шоке. Мы уезжаем из Душанбе. Этот город, который просто остался в моем сердце. Здесь прекрасные люди, здесь очень красиво и очень чисто, здесь дешево. И я ругаю тех ребят, которые приезжают к нам работать строителями из Таджикистана. Они не прославляют свой город, они не говорят, насколько они богаты. Поверьте мне, этот город очень богат. Изначально я планировал сюда приехать на один день, планировал приехать, сразу ехать в Ташкент, а из Ташкента сразу в Стамбул. Потом я остался здесь на неделю, потом я понял, что здесь вроде прикольно, и решил остаться на месяц. Здесь очень клевые люди. Подходят все, что-то спрашивают, советуют, все такие на позитиве на каком-то, easy going, в общем, Таджикистан БПШ. А когда я приехала сюда, на самом деле я была в шоке, насколько они все гостеприимные, насколько они вообще крутые, открытые, искренние. Немножко это с нашим менталитетом, таким русским, где люди привыкли, наверное, к каким-то таким недоверию, каким-то таким ожиданию подвоха, чего-то такого. Мне немножко было, тоже, естественно, странно. Это, почему они такие добрые? Богатый. Здесь такие красивые архитектурные... я вам показывала, вы это все видели своими глазами. Я вам скажу, я уезжаю отсюда, но я знаю точно, что я сюда вернусь. Я вернусь сюда, чтобы пожить здесь месяц-два, потому что здесь очень комфортно, и, как Виталий сказал, здесь очень уютно. Я не знаю, почему раньше, когда мы сюда летели, Виталий говорит, походу мы летим в какую-то бедность. Здесь будут ишаки ходить, там какой-то, знаете, посреди пустыни будет аул, знаете. Мы попали в такой город. Нам помог здесь каждый человек деньгами. Нас возили, кормили. Это было все настолько искренне, они очень щедрые, очень добрые. Это поразительно, это поразительно. Я до глубины души тронута этим городом. Вот, и хочу сказать, что я сюда обязательно вернусь. Что бросилось в глаза и сразу это удивило, это то, что все в Таджикистане знают русский. Я ехал сюда и думал, что у меня будет такой сложный вот именно барьер языковой, но
по факту сразу же, я только вышел с аэропорта, мне сказали, что нужна симка и такси, докуда довезти тебя. Я такой, нифига себе, вот это сервис. Есть уверенность, что тебе помогут. Хозяйка дома, в общем, идеальная женщина, она просто каждый раз нам приносит какие-то ништяки, вот, и ничего не принимают, говорят, это гостеприимство. Я в шоке, в России такого никогда не увидишь. Таджикистан, ассалам алейкум. Спасибо, что принимаете нас в гости, русских беженцев. Выпью за вас чаек вкусный таджикский.